Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал, где я показываю все вокруг себя своими глазами. Я прям нарадоваться не могу, что я вместе с вами, что я сейчас сижу и снимаю для вас. Надеюсь, вы тоже настолько же рады. Видео не совсем запланированное, как мне в голову пришла эта идея, я прям соскочила с кровати и начала снимать. Да, вот настолько я хочу вам все это показать и рассказать. Это рубрика что-то между лайками, мастхэвами, там что еще снимают. Буду вам показывать своих любимчиков, только не за определенный месяц, а за целый сезон. Прям горячие пирожки. Чтобы было легче и мне, и вам, я разделила все на 5 подпунктов, поэтому по дорожке можете прыгать туда-сюда и смотреть то, что будет интересно именно вам. Декоратив, парфюм, книги, уход и личные вещи. К личным вещам может относиться и еда. Это я так, чтобы вы знали. Первое, о чем я вам хочу рассказать, вы, наверное, уже увидели, да? Та-дам! Это тушь от Vivienne Sabo Cabaret Premier. Нашумевшая тушь, но она действительно лучшая из лучших. Вот я могу еще вот это тоже выделить. Это от Maybelline Lash Sensational. Он у меня уже весь стерся, но у меня ресницы очень тонкие, редкие. Я люблю и густые, и прокрученные, но больше эффект паучьих лапок меня интересует. Да, я люблю, когда ресницы видны. Прям такой. И этой задачей прекрасно справляются они оба. У нее такая удобная щеточка тоненькая, что удобно и нижние, и верхние прокрашивать. А дизайн, ребят, дорого-богато. Не стыдно вытащить с сумочки и накрасить. Эта тушь, к счастью, из бюджетного сегмента. В моей рубрике вы будете узнавать только о бюджетных классных находках, которые продаются у нас в Кыргызстане. Они по 290-300 сом, а Lash Sensational уже подороже, около 400 стоит. Щеточка у него немножко другая, в форме дуги, что тоже очень круто и удобно. Верхняя она такая щеточка верхнюю удобно красить, а вот именно выгнутая часть, им удобно прокрашивать нижние, более мелкие детали. Присмотритесь. Следующая вещь — аналог люксового консилера от Laura Mercier. Laura Mercier, который стоит 3000, всего лишь 3000. Консилер от Catrice Liquid Camouflage. У меня их даже 3. Как я с ними познакомилась, я больше с ними не хочу расставаться. Оттенок 15 Honey. Вот как раз то, что мне нужно. Он очень плотный по консистенции и перекрывает все. Он может перекрыть даже татуировку. Тоже присмотритесь и обязательно попробуйте. Вот не зря его уже какой год хвалят многие блогеры и визажисты. Следующая невероятная вещь — это палетка от Top Face. На самом деле я его использую как тени для бровей, скульптора и тени для глаз. Все эти продукты сейчас на мне, вы можете увидеть, какой шикарный эффект они дают. Более бюджетной и универсальной вещи я еще нигде не встречала. Я его всем советую, и я знаю, что вы его тоже хотите. Когда я выставляю в Инстаграм, сразу, как он у меня промелькает в сторис, все начинают писать: вот как тебе палетка? Я его тоже хотела купить. Посоветую, что может быть еще лучше. Ребят, берите и не думайте. Просто вот исключение, да. В этом случае совсем не нужно думать, просто берите. Ценовой сегмент от 350 до 400. Ну, где-то около того. Это первое, что я схвачу на необитаемый остров. Помада от Steel. Ну, лично мне по оттенку он подошел. Это 105 оттенок тубероза. Пахнет он розой, которую окунули в шоколад. Эта вещь лежит у меня всегда на постоянной основе в сумке, потому что я боюсь его оставить. Он придает свежесть губам, делает его более... Можно сделать легкий эффект, как будто зацелованных губ, или можно так, поярче. Но если даже поярче, выходит очень натурально. На мне сейчас не эта помада, но можно я его добавлю. Даже так он делает губы с декоративами. Я закончила, теперь можно переходить к парфюму. И у меня тут освежающий спрей от Mary Kay. Вот действительно, что-что, но для меня свежесть — это вот что-то наподобие такого. Даже по запаху это что-то кисленькое. Кислый чай, наверное, да, но на самом деле это бамбук и лотос. У меня всегда тянется рука, потому что она легкая. У вас прям вот здесь и вот слюнки потекут. Можно я его прямо сейчас здесь? И вас чуть-чуть. Еще в 9 классе этот спрей стоял всегда на столе у моего учителя. И я каждый раз подходила, брала этот спрей и стояла как наркоманка, нюхала его. Если перед вами прошел человек со свежайшим запахом и кислинкой, то это была я. Можете меня остановить и понюхать меня еще раз. Переходим к книгам.
и моя любовь, must-have. Как вы думаете, что это за книга? Давайте 5, даю 2 секунды, чтобы подумать. Угадаете? И да, это книга Перси Джексон и «Море чудовищ». 2-я часть от Рика Риордана. Я читала 1-ю часть, я его тоже люблю, обожаю всем сердцем. Я эту книгу еще не дочитала, но я уверена, я уже знаю, что он мне нравится, и это действительно абсолютный победитель этой весны. Фэнтези-книга о полубогах, мифических греческих существах. Мои родители посмотрели экранизацию, им тоже очень сильно понравилось. Ничего не утаивая от вас, я могу с чистым сердцем сказать, что мне реально интересно, что будет дальше. Я его купила в Wildberries за 300 сом, но сейчас он стоит, смотрю, 414, то есть есть желающие, поэтому цена увеличивается. Поспешите. Вам было бы интересно, если бы я рассказала, как я заказываю с Wildberries. Карантин и вот эта вся ситуация просто вынудили меня научиться пользоваться картой и заказами с интернет-магазина. Мне кажется, это актуально. В Кыргызстане много точек и доставка бесплатная. По-моему, очень круто. Поэтому давайте. Если надумаете, ставьте лайки, я сразу пойму и сниму, покажу моя уходовая косметика. Первое, что я включила в этот список, это тканевые маски. На самом деле, неважно какой фирмы, чаще всего Farmstay покупаю. Сама маска подходит мне по размеру. Если я куда-то срочно выхожу, нет времени сидеть вот это все, вот каждый слой увлажнять, скраб, все дела, но нужна идеально увлажненная кожа, я сразу хватаю тканевые маски. Она просто за считанные минуты до макияжа, после макияжа восстанавливает вашу кожу, наполняет ее влагой. И как будто вы, знаете, месяц только и делали, что спали. В хорошем смысле, отдыхали. Защитный крем для рук, бархатные ручки с экстрактом пчелиный воск. Мне офигеть как нравится запах детской пудры. И SPF, солнцезащитный крем, видите, он уже заканчивается, но у меня уже вот так вот. Именно эта корейская солнцезащитка не оставляет вот этих белых следов. Ну, чтобы наверняка я добавляю в крем солнцезащитку, наношу все это на себя, пусть там и увлажняется, и защищается. Так. Блин, я не ору на камеру. Это все спят, и я прям так громко, смачно разговариваю. Все, да, знают, что это? Короче, вот такая вот фигня со мной приключилась. Я хотела вот это, но я купила вот это, и это, кажется, разные вещи. Это умывашка, это гель. Знайте, не совершайте моих ошибок. На самом деле гель тоже не чешка. Я не пожалела, что его взяла. По утрам всю пыль со своего лица я смываю именно этим гелем. Классно, не стягивает кожу. Вот то, что мне нужно. Алоэ вера вообще универсальная вещь. Его можно и на волосы, и как базу под макияж, и как на ночной, как дневной крем, и на руки, и на болячки. Короче, куда я только его не мажу. Скоро начнут все загорать, комары кусать. И что это все будет успокаивать? Конечно же, алоэ. Берите его, берите и маленькую версию, берите большую. Ее цена 500 сом, но она хватит вам надолго. Самая вкусненькая вещь, пахнет она сливой, такой ядреной жвачкой от фирмы Кафе Мими, бальзам-сос для губ. Так получилось, что сейчас я прохожу курсы от Гуар, и вот, собственно, она и посоветовала этот бальзам. Он действительно классный, действительно крутой, и стоит он всего 150 сом. Смотрите обязательно на название, потому что я случайно купила скраб. К своим любимым вещам, must-have, я могу прям отнести свой такой недельный блокнот. Я купила в 2020 году и до сих пор им пользуюсь. Смотрите, это очень удобно, я с собой ношу его часто. Наверное, я привыкла к школьным дневникам, когда вот недельный такой разворот. Я пробовала планеры и на месяц, и по дням, и по часам. Не всегда по плану, да, все по часам идет. И по месяцам тоже слишком много. А вот неделя то, что надо. Отмечаю я их этим серым фломастером и ставлю галочки. Я его купила буквально за 120 сомов у себя тут на базарчике. Мне нравится зачеркивать. Вот как будто вот, наконец-то я избавилась от этого дела. Перед сном, когда вы вот это вот все заполняете, вы сразу визуально понимаете, что вы будете завтра делать, и все происходит так, как вы записали. И последняя вещь, она буквально 3 дня назад у меня появилась, и я прям умиляюсь, она у меня прям вот тут стоит. Это моя малютка. Я ее так назвала. Я никогда прежде не ухаживала ни зачем. Серьезно. Все наши растения в доме, я к ним вообще не прикасалась. Наверное, дело в том, что я не видела, как покупали эти растения, какими они были раньше. А вот когда вот свое что появилось, сразу вот начала гуглить, как за ним ухаживать, какая температура должна быть, какое количество солнца. Название этого растения пеперомия. Мы купили его за 50 сом. Такая лаконичная, минимализм на максимуме. Твердые листики. С одной стороны она темно-зеленого цвета, а с другой стороны она красная. Так, у меня там уже батарейка разряжается. Наверное, я завершу свое видео именно на этом. Я уверена, что вы что-то для себя нашли, потому что все эти вещи, это прям без слов. Увидимся с вами совсем-совсем скоро. Всем пока-пока.